Здравствуйте! Сегодня мы сделаем расклад на тему, почему он так себя ведет, почему он так поступает. У нас будет 3 варианта. Загадайте вариант, который вам хотелось бы. Представьте своего партнера. Назовите его имя. Представьте, как он выглядит. Так, первый вариант. Какие отношения между вами сейчас? Что мужчина к вам чувствует, как он к вам относится? Чего ждет от ваших отношений? Почему так себя ведет? Можете ли вы повлиять на эту ситуацию? Перспектива в ближайшем будущем ваших отношений. Так, какие отношения между вами сейчас? Так, еще выложим несколько карт. Ну, на первый взгляд, может быть, покажется, что у вас в отношениях все хорошо, но есть какие-то тайны. Какие-то тайны между вами сейчас. И кто-то из партнеров здесь, скажем так, устал нести на себе ношу. То есть какой-то партнер из вас, либо он, либо вы, очень много вкладывает в эти отношения, и этот человек уже устал вкладывать в эти отношения. И он уже, скажем так, переполнился. У него уже хочется просто дойти до дома, вот этому герою нашему, дойти до дома, положить все эти бревна и дать себе передышку, чтобы либо снова двинуться в новый путь, либо, скажем так, остаться дома, да, то есть здесь кто-то из партнеров переполнился. Вот, какие-то есть недосказанности, может быть, какое-то недоверие друг к другу. Но в целом кажется, что вроде как бы все хорошо у вас, но вот есть какие-то глубинные внутри, скажем так, с внешней стороны как будто бы все хорошо, но внутри есть конфликты. Так, что мужчина к вам чувствует, как он к вам относится? Ну, он вышел нам королем жезлов, то есть он очень как бы страстный, импульсивный, то есть он в любом случае вас любит, но достаточно мужчина может быть вспыльчивым. Так, давайте еще. Что мужчина к вам чувствует, как он к вам относится? Угу. И еще раз выходит по жезлов. Так. То еще и карта влюбленная вышла нам. Ну, он как-то в любом случае чувствует, что вы ему по судьбе даны. В принципе, по этим картам можно сказать то, что он вас любит, но у него очень много страсти к вам. Ну, как-то сексуально, может быть, вы очень сильно его притягиваете. Но вот что-то конкретно каких-то кубков тут нет. У нас тут жезлы. То есть масть жезлов, отвечающие за страсть, импульсивность. Видимо, очень вспыльчивый человек тут у нас вышел.
Ну, вспыльчивые люди, они у нас обычно часто как бы идут на конфликты, да. Скорее всего, возможно, вы здесь стараетесь как бы постоянно поддерживать мир в ваших, ну, как бы гармонию в ваших отношениях, но, возможно, вы очень устали от этого. Вот. Так. Чего он ждет от ваших отношений? Хотелось бы вот ему как раз-таки тех самых кубков хотелось с вами. То есть он хочет преодолеть какой-то кризис между вами и как-то вот окунуться в эмоции. Может быть, он общих детей хочет с вами. Так. Ну, в любом случае, он хотел бы с вами любви. Так, давайте еще. Чего он ждет от ваших отношений? Так. Так, интересно, карты вышли. Так, ну, в любом случае, он как-то хочет главенствовать над вами. Он хочет как-то в какой-то степени, может быть, даже манипулировать. Так. Так, давайте дальше. Почему он так себя ведет? Почему он так себя ведет? Ну, вообще, конечно, тут выходит нам такой расклад, что карты постоянно нам говорят о нем. То есть человек, скорее всего, эгоист, любит им манипулировать, очень такой вспыльчивый, может какие-то обидные слова говорить или еще что-то. То есть такой, конечно, сильный мужчина, но, скажем так, приносящий... Нет тут какого-то такого теплой любви к вам. Тут какая-то вот сплошная страсть, импульсивность и он, скорее всего, еще остер на словцо. Он еще тут и манипулировать вами хочет. Так, ну почему он так себя ведет? Ну потому что вот характер у него вот такого человека. Он сначала скажет, потом подумает. То есть его язык быстрее, чем его мозг, скорее всего. Импульсивный очень. Так, ну можете ли вы как-то повлиять на эту ситуацию? Ага. Интересно. Сейчас. Что такое-то? Ну, опять нам выходит карта влюбленных, да еще тут, смотрите, тут у нас вот была карта влюбленных, потом выходит нам карта тоже тут свадебная церемония, и еще выходит еще влюбленный нам выходит двойка кубков. Как вы можете повлиять на эту ситуацию? Так.
Что нам карта говорит о том, что вам надо выйти за него замуж, что ли? Так. Можно, конечно, прочитать это так, что, возможно, вам не стоит пока спешить узаконивать брак с этим человеком. Можно так это прочитать. Нужно немножко побыть в паузе, так скажем, поразмыслить, все взвесить. Так, перспективы в ближайшем будущем ваших отношений. Угу. Да. Ну, как-то вот человек здесь, как я уже сказала, он какой-то эгоист. Тут карта Солнца тоже может говорить о том, что человек больше любит как-то себя. Он хочет, чтобы вы были с ним рядом, но он будет требовать все внимание, ваше внимание к себе. Человек такой себялюбивый. Хочет, чтобы все вокруг него его любили. Ну, то есть перспектива ваших отношений, то, что как бы вот тут человек, который обороняется. То есть, ну, смотря, в общем, что вам самой нужно от этих отношений. То есть, если вы готовы, если вы его очень сильно любите и как-то хотите создать с ним семью, или у вас уже есть семья, то ну, будьте готовы терпеть его, скажем так, эгоистичные отношения. То есть, с одной стороны, он как бы нуждается в вас, а с другой стороны, он как-то вот по своему характеру неизвестно, вообще будет меняться или нет. Ну, как бы колесо фортуны непонятно, будет он меняться или нет. То есть это еще пока не ясно. То есть будет ли он выходить из своей вот этой эгоистичности. Ну и, скорее всего, вот то, что нам карты вначале выпадали, скорее всего, это вы устали от этих отношений, вы не знаете, что делать дальше. Скорее всего, вы уже как бы хотели построить крепкие, серьезные отношения с этим человеком, но из-за его характера что-то идет не так. Вот, тем более он тут хочет как-то вот манипулировать. Ну, здесь очень много мужских карт вышло нам. И фактически ни слова о вас. То есть вы выпадаете везде как пара, но вашего сигнификатора я здесь особо как-то не вижу. То есть здесь очень много мужских карт. Вот рыцарь мечей, там король у нас жезлов выпал, маг, еще тут паш мечей, еще карта солнца. Так, ну, в общем, вот все зависит от того, что нужны ли вам такие отношения или нет с этим человеком. Ну, вроде как карты показывают то, что вы как-то вот предначертаны друг другу судьбой, но насколько вы сможете выдержать его вот этот вот характер. Вот как-то так, вот такой вот расклад. Больше, наверное, я ничего не смогу сказать. Давайте сейчас будем
раскладывать второй вариант. Так, второй вариант. Какие отношения между вами сейчас? Так, сейчас. Значит, какие отношения между вами сейчас? Что мужчина к вам чувствует, как он к вам относится? Что ждет от ваших отношений? Почему он так себя ведет? Можете ли вы повлиять как-то на эту ситуацию? И перспективы в ближайшем будущем ваших отношений. Так, какие отношения между вами сейчас? Угу. Ну, скажем так, ваши отношения сейчас перетерпевают, скажем так, некую бедность в эмоциях, что ли, как-то правильно это сказать. Ну, скажем так, нету вложений в эти отношения. Сейчас каждый из вас находится в какой-то такой на эмоциональном нуле. То есть у вас в минус ушли эмоции. То есть это у нас пятерка пентаклей говорит о том, что, ну, как бы за материальный достаток тоже отвечает эта карта, да, то, что может показывать, что как бы бедность какая-то, нищета, да, но мы смотрим на эмоции, на романтические отношения, поэтому карта показывает, что сейчас ваши отношения в каком-то кризисе, эмоции на нуле. Так, какие отношения между вами сейчас еще? Ну, между вами как черная кошка пробежала, и каждый обороняется от другого. То есть, ну, в любом случае, конечно, был конфликт, и каждый сейчас выстроил какую-то высокую стену от другого и закрывается. Так, давайте спросим, что мужчина к вам чувствует, как он к вам относится. Ну да, точно, он как бы сейчас вообще в паузе и не видит вот этого шанса, который протягивает ему рука. Вот этот кубок. Он не хочет его видеть, он хочет сидеть вот пока медитировать, хочет побыть в таком состоянии, как бы. Так, что мужчина к вам чувствует, как к вам относится? Ну, так. Ну, у мужчины сейчас очень много страхов. У него голова уже болит от этих отношений. И поэтому он хочет посидеть так около деревца, помедитировать, скажем. Почему он так себя ведет? Ну, вообще рыцарь кубков у нас может выходить как любовник, то есть, может быть, он ведет себя так, очень такую ведет. Может быть, ведет разгульный образ жизни, то есть любит как-то побыть в разных компаниях с противоположным полом. Может быть, в какой-то степени неверным, может быть, любит подвыпивать. Ну, скажем так, не всегда серьезный товарищ вот у нас, да?
Так, чего ждет от ваших отношений? Интересно. Он как-то хочет взять бразды правления в свои руки. И, в принципе, можно это прочитать так, что он хотел бы к вам проявиться. Он вообще хотел бы стать королем кубков. Но в любом случае, как бы вот по этим картам говорит о том, что он вас, в принципе, любит и хотел бы, скажем так, взять инициативу в свои руки. Ну, у вас, скорее всего, произошел какой-то конфликт на данный момент времени. Так, почему он так себя ведет? Так. Ну, возможно, у него, конечно, есть какая-то еще, может быть, женщина. Может быть, у него есть жена, а вы, скажем так, двое влюбленных. То есть, может быть, у него есть жена, а вы как любовники. Ну, тут еще вот как бы тройка кубков выходит, тоже может говорить о любовном треугольнике, но может также говорить и о разгульном образе жизни, как я уже тоже сказала по рыцарю кубков. Так, ну и тут еще выходит карта обмана. Может быть, если вы женаты, может быть, вы выходите здесь как королева Пентаклей, то есть как его жена, как такая уже состоявшаяся женщина, а он, ну, как бы вы хотите от него серьезного отношения к себе, да, а он вот ведет разгульный образ жизни и, скажем так, любит, может быть, врет вам иногда. Так, можете ли вы повлиять на эту ситуацию? Наверное, нет. Так, можете ли вы повлиять на эту ситуацию как-то? Ну, у вас как бы созависимые отношения с этим человеком. Вот, кто-то здесь кого-то держит на поводу, либо вы оба держите друг друга на поводу. Вот, и от этих отношений очень сложно будет отказаться, как бы, и вообще, возможно, от этой ситуации. Так, и тут еще как бы карты говорят о том, что, может быть, вы могли бы тоже повлиять на эту ситуацию, скажем так, неким уходом из этих отношений и построением, скажем так, новых планов на будущую жизнь. Так, перспективы в ближайшем будущем ваших отношений. Умеренность. Так. Интересно. Вот он выходит хозяином, вы королевой жезлов, и умеренности нам выходит. То есть, в принципе, как бы вот ангел, скажем так, благословляет ваши отношения. Но, видимо, вам нужно пройти сначала через какую-то, может быть, трансформацию, чтобы он стал вот таким хозяином. Ну, в общем, карты нам как-то подсказывают, что вам нужно попробовать, может быть, хотя бы сделать вид,
что вы уходите из этих отношений, чтобы он уже сделал выбор. То есть в сторону разгульного образа жизни, либо в сторону вас. То есть если вы ему серьезно намекнете о том, что, дорогой, давай-ка что-то предпринимай, либо я уйду из этих отношений, возможно, он как-то вот поймет, что он может вас потерять и как-то немножко возьмется за голову. Вот, но в принципе перспектива в ваших отношениях есть, однозначно. Карты об этом точно говорят. Человек явно здесь любит погулять. Вот. Либо вести праздный образ жизни. Так что будьте аккуратны. Так, это у нас был второй расклад, второй вариант. Сейчас у нас будет третий вариант. Так, третий вариант. Почему он так поступает? Почему он так себя ведет? Какие отношения между вами сейчас? Так. Что мужчина к вам чувствует? Как он к вам относится? Чего он ждет от ваших отношений? Почему так себя ведет? Можете ли вы как-то повлиять на эту ситуацию? Перспективы в ближайшем будущем ваших отношений. Так, какие отношения между вами сейчас? Ну, скажем так, у вас очень много разбирательств, недопониманий. Вы, скажем так, не можете прийти к общему консенсусу. Так, какие еще отношения между вами сейчас? Ну, скажем так, у вас, видимо, началась сейчас какая-то трансформация в отношениях. Так. Отвлеклась я немножко. Так, давайте посмотрим, что мужчина к вам чувствует, как он к вам относится. Что мужчина чувствует к вам, как к вам относится. Угу. Ну, тут в любом случае человек как-то хочет уйти из этих отношений, вообще как-то тут еще и карта смерти нам вышла, и карта башни. То есть, ну, здесь явно какой-то очень сильный раздор между вами произошел. Человек как бы стремится из этой ситуации уйти, возможно, уйти как бы из этих отношений. Вот. Тут как бы обнуление произошло в ваших отношениях, то есть либо сейчас посмотрим дальше по картам, какие карты выйдут, либо будет обнуление ваших отношений, и вы все заново начнете, либо на данный момент каждый из вас испытывает, ну, очень достаточно сложные, противоречивые чувства по отношению к друг другу. Так. Чего он ждет от ваших отношений? Угу. Он хочет легкости с вами. То есть, в принципе, все равно как бы
тут карта кубков, да, то есть все равно он как бы хотел бы с вами отношений, но ему хочется, чтобы это все было более легко. Так, чего ждет от ваших отношений? То есть, несмотря на ту плохую ситуацию, которая нам выпала в начале, здесь как бы очень хорошие карты выпадают. То есть он хотел бы, возможно, хотел бы с вами семьи. Он хотел бы как-то вас одаривать своими эмоциями. То есть не скупиться на них. Хотел бы как-то вкладывать в вас без остатка. Возможно, как-то защищать вас. В принципе, хорошие карты вышли на эту позицию. Но это чего он ждет от ваших отношений, да? Так, почему он так себя ведет? Опять колесо фортуны. Так, почему он так себя ведет? Так. Ну, он как-то устал, что ли, на данный период времени. Ну, то есть вот по этой позиции нам говорилось о том, что он хочет как-то легкости в ваших отношениях. И здесь нам выходит десятка жезлов. Тут человек несет 10 жезлов, да, он как бы не справляется с этой задачей, он очень устал уже как бы нести на себе эту ношу. И он как-то вот ну, он хотел бы, чтобы вы были вот такой вот хозяйкой, теплый, такой женственный. Он мечтает, чтобы вот вы были такая, да. Может быть, он не видит от вас какой-то теплоты, женственности и каких-то вот таких вот качеств более мягких, так скажем. И поэтому нам тут выходит то, что он устал от этого, что он не может прийти с вами к какому-то консенсусу, что ему, возможно, кстати, по первой позиции хотелось бы, чтобы вы его как-то вот мудростью своей женской приручили, а не какими-то другими путями, да, не скандалами, не конфликтами, которые между вами сейчас происходят. Так. А можете ли вы повлиять на эту ситуацию как-нибудь? Ну, как-то нет. Так, а еще какие нам карты? Можете вы как-то повлиять на эту ситуацию? Туз кубков. Ага. Ну, скорее всего, карты нам намекают на то, что вам ничего делать не нужно самой, не нужно дать человеку, скажем так, похозяйничать, чтобы он сам сделал какие-то шаги к вам. И вот туз кубков нам говорит о том, что шанс есть. Вот, просто вам нужно показать самые свои теплые эмоции. Ну, то есть любовь нужно свою показать этому человеку. И
тогда вот он будет таким хозяином. Вот вы у нас тут выходите хозяйкой, и он выходит хозяином. То есть вам нужно, чтобы каждый из вас выполнял свои роли. То есть вы выполняли роль мудрой женщины, такой очень мягкой и неконфликтной, а он, наоборот, должен выполнять роль хозяина, императора, да, быть более скупым на эмоции, но в то же время как бы это не значит, что он не будет проявлять свою любовь к вам, да. Так, перспектива в ближайшем будущем ваших отношений. Ну, будет победа. Так, королева мечей. Ну, в общем, королевой мечей, которой вы, наверное, сейчас являетесь, нужно стать помягче. Вы должны быть такой вот хозяюшкой, императрицей. Вот, а не холодной королевой мечей. Вот, и тогда будет, скажем так, ваш партнер будет на коне. Он сможет как-то вас завоевать. Ну, вообще, скорее всего, даже королева мечей сможет завоевать, скажем так. Вот. Просто вам как-то нужно быть более теплой, больше показывать свою любовь, неконфликтность, быть более смиренной, умеренной, скажем так, да. Вот. Нужно как-то найти компромисс с этим человеком и не лезть на рожон, скорее всего. Дать ему возможность как-то высказаться и стать вот этим хозяином, да. Ну, в общем, вам этого человека просто надо любить, просто любить. И тогда все будет хорошо. Вот, ну, в принципе, хороший расклад, я хочу сказать. То есть и перспективы в отношениях есть, и он как бы хотел бы с вами серьезных отношений, семью хотел бы, чтобы вы вот так вот выглядели. Сам он хочет быть хозяином, вот, и просто хочет от вас любви, скорее всего. Хочет вас как-то одаривать, но чтобы вы были женственной, мягкой, да. И тогда все у вас наладится. Вот. Ну, такая вот третья позиция. Спасибо большое за просмотр. Пишите комментарии.